В этом году Чувашия отмечает 80-летие со дня строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, возводимых для обороны от фашистских захватчиков. В Чебоксарской школе номер 27 открылась выставка «Строителям безмолвных рубежей», посвященная трудовому подвигу народа. Экспозицию подготовили сотрудники Чувашского госуниверситета. Возведение оборонительных Сурского и Казанского рубежей в ноябре 1941 январе 1942 годов – особой страницей истории Чувашии. 1600 огневых точек, 1500 землянок и 80 километров окопов. Ценой неимоверных усилий были построены в кратчайшие сроки. На трудовой передовой были задействованы около 200 тысяч человек, в основном женщины и подростки, так как мужчины были призваны на фронт. Тяжело было. Одежды и обуви нормальной не было. Даже зимой работали в лаптях. Лопаты замерзали и покрывались льдом. Ударно работали, понимали, что это нужно, боялись, что немцы дойдут до нас. Эти и другие воспоминания удалось собрать преподавателям ЧГУ. В экспозиции размещены на 10 планшетах также документы военного времени, карты, схемы сооружения, фотографии с места работ и портреты тружеников. Задумка такова, чтобы сделать не одну, а несколько экспозиций, несколько экземпляров этой экспозиции, с тем, чтобы сразу охватить несколько школ. Мы решили таким образом действовать. Месяц находится в одном образовательном учреждении выставка. На следующий месяц она перекочевывает, переходит в другое образовательное учреждение. Экземпляров такой выставки 10. И, соответственно, мы будем охватывать таким образом большое количество школ. Тема строительства рубежей близка многим чувашским семьям. Почти в каждой есть свидетели и участники этих событий. Выставка проходит в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Я думаю, что ребята, которые присутствовали здесь на открытии выставки, они очень заинтересованы, безусловно, углубленно изучают историю. И вместе с тем, мне кажется, это им поможет и в будущей жизни. То есть знать историю своего народа, историю своих предков – это очень важно. И я уже говорил о том, что, к сожалению, в сегодняшнем современном мире зачастую исторические факты трактуются иначе, но мы прекрасно понимаем, что та тяжелая, сложная победа, она досталась именно вот благодаря трудовому подвигу и нашего чувашского народа. Экспозиция дополнена историческими артефактами, которые предоставил поисковый клуб «Георгиевская лента» Чувашского госуниверситета. Добыты они были в ходе экспедиции в Мурманскую область и Республику Крым. Это краска СШ-40, она принадлежала бойцу красноармейцу. Такими красками снабжались все бойцы. И проводить поиск достаточно тяжело, потому что летом в Крыму погода засушливая, земля как камень. Но только представить, что в годы Великой Отечественной войны там бойцы сражались, они все эти траншеи большие вырыли, как сразу же появляются силы, чтобы дальше искать без вести пропавших солдат. Мобильная выставка пробудет в 27-й школе в течение месяца. Затем с ней смогут познакомиться ученики других образовательных учреждений. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.